Полотенца и салфетки, вытканные из льна в технике хэбрез с редким орнаментом, элементы одежды, в том числе и детской, обувь, посуда, ножи, пеналы с чернильницами, 8-гранный столик, инкрустированный перламутром, и 5 видов женских поясов. Эту выставку в Крымско-Татарском музее называют настоящей шкатулкой с драгоценностями. Предметы, которые здесь представлены, во-первых, они отличаются очень такой хорошей сохранностью. У них очень высокий коэффициент сохранности. Поэтому мы здесь можем видеть редчайшие предметы, которые, к сожалению, редко можно встретить в государственных музеях. Все эти экспонаты из частной коллекции Николая Кокарева, коллекционера из Ялты, удостоенного высочайшими наградами Международного мемориального фонда Карла Фаберже. В 2014 году он Международным мемориальным фондом Карла Фаберже был удостоен в Белом зале Ливадийского дворца сразу 2 наградами. Это малый знак Бирбаума, главный мастер, и большой знак Карла Фаберже – это придворный ювелир. Таких людей, удостоенных таких высоких наград в мире, насчитывается около 500. На выставке можно увидеть уникальные экспонаты, такие как, например, вот этот шифа-таз или карклама-таз. А этот шифа-таз, он изготовлен из латуни. Если посмотреть внимательно по ободку и внутренняя часть, они полностью буквально испещрены словами, аятами, высказываниями из Священного Писания. И серединка, следует отметить, что раньше в первоначальном виде с дна этой чаши как бы поднималась маленькая вазочка. И вокруг этой вазочки, по ее ободку, но это уже потому, как должно быть, было 40 маленьких отверстий, куда крепилось 40 лепестков, на которых было также искусно выгравировано одно слово «Аллах». 40 раз «Аллах». Поэтому эта чаша, она обладала очень большой целительной силой и называлась Хархлама-таз. Еще один интереснейший экспонат этой выставки – головной убор крымско-татарского воина начала XIX века, сохранивший этнические особенности. Внимание привлекает и косметический аксессуар – мини-кувшин и металлическая кисть, которые использовались девушками для того, чтобы красить глаза. А вот эти пеналы для чернил использовались в конце XIX века. Туда засыпались сухие чернила, и в случае необходимости они просто в нужном количестве разводились водой. Каждый предмет здесь имеет свою уникальную историю. Посетить выставку можно до конца года в Крымско-Татарском музее.